Сегодня в Республиканской национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой отметили столетие со дня рождения одного из первых абазинских авторов 30-х годов 20 века Мурадина Малхозова. Вечер памяти писателя прошел в рамках недели абазинской литературы и искусства. Писатели, преподаватели и просто читатели говорили о роли творчества Малхозова в становлении абазинской литературы. С подробностями Анета Дышекова. Он был поэтом, писателем и воином. Мурадин Малхозов принадлежит к числу первых абазинских авторов, вступивших в литературу в 30-е годы. Присутствующие на вечере памяти в честь столетия писателя говорили о роли его творчества в становлении абазинской литературы. Впервые его перевод стихотворения «Письмо Ворошилову» было опубликовано в 1939 году. В этом же году Малхозов выпустил отдельный книжный перевод сказки о рыбаке и рыбке Александра Пушкина и учебник по абазинскому языку. Дети, если будут учить эту сказку на абазинском языке, именно по его переводу, это будет способствовать и пониманию, и усвоению абазинского языка, потому что перевод сделан на очень таком сочном, хорошем, колоритном, народном абазинском языке. Несмотря на то, что Малхозов был автором первых литературно-критических статей и первой абазинской поэмы под названием «Рождение счастья», писатель не так широко известен даже в кругу абазинских читателей. Участники вечера памяти уверены, что подобные встречи будут способствовать популяризации творчества Мурадина Малхозова. Работал-то он, в принципе, очень короткое время, там всего несколько лет. И за эти несколько лет он смог стать, во всяком случае, 4 учебника для начальной школы, несколько литературно-критических статей на злободневную тему были опубликованы, были изданы несколько стихов. Абазинский писатель был участником Отечественной войны. Последнее письмо родные получили от него в 1942-м. Малхозов погиб в бою под Ленинградом. Удивительно, что, понимаете, само мышление человека, который еще в 1941 году опубликовал вот эти клубные пьесы, перевод клубных пьес. А ведь мы получили абазинный театр спустя только 60 лет. На вечер памяти в честь столетия писателя пришли и школьники, которые читали стихи, переведенные Малхозовым на абазинский язык. Товарищ Ворошилов, а народный комиссар, Красная армия РКН, Сынча-Асуш, Красная армия РКН, Сараса-Шат-Сир. В этот день ребят познакомились с произведениями автора. Мастерское владение словом, оригинальный литературный слог. По мнению литературоведов, такие произведения всегда стимулируют к тому, чтобы любить родной язык, учить его, говорить на нем. Анета Дышекова, Руслан Харченко, Архыз 24.